Всем привет, друзья! Давненько мы с Машей не оказывались вместе на кухне приготовки. На улице сегодня я в кадре постараюсь реже быть в кадре, потому что такой парадокс у меня, я не знаю, что случилось. Я не ходячий, но у меня на ноге палец ушибся очень сильно. На улице жара 30 градусов, а у меня насморк и герпес еще, короче, я не знаю, что случилось. Вот. На улице жарко, кушать практически не хочется, и Маша говорит, дай-ка я лепешки испеку. Лепешки с начинкой из картошки. Как все это будет, я по традиции буду снимать уже. Ну все, это начинаем. Так называемую лепешку, но не картофельный сочник, как мы раньше готовили. Для начала нужно грамм 400 кефира. Грамм 400 этого кефира. Потом соль, чайную ложку. Ну, вообще-то сказали, чтобы это. Маша, говорит, сама комментировала. Потом масло сливочное 100 грамм. Растопленное. Без моих 5 копеек никуда. Добавили, значит, сливочное масло. Это все будет на тесто у нас. Что еще? Потом муку добавляем. Муки где-то, в общем, постепенно будем добавлять грамм 600. Грамм 600, но порционно так, постепенно. Мы так прикинули где-то вот такой 200-граммовый стакан. Ну, где-то, наверное, 4, если надо будет еще добавить, да? Да. Постепенно. У меня сегодня нету камеры в руках. Угу. Вот. Как удобно, как хорошо. Я такая жду лепешечки. Вкусные лепешечки. С картошкой и сыром с начинкой. Постепенно наше тесто обретает, и как сказать по-русски, густеет, да, густеет, обретает густоту. Надо же так сказать, обретает густоту тесто. Это я говорил. Маша меня быстренько поправила. Густеет, говорит, что ты там мелешь ерунду. Да? Мария Олеговна? Мария Олеговна, как всегда, улыбается. С улыбкой Марии Олеговны это получается тесто и блюдо Да. получается очень-очень вкусные. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я знаю. Посмотрим, какое будет. За столько лет я обожаю и Марию Олеговну, и то, что она готовит. Угу. О, смотрю, уже тесто настолько нагустило, что уже руками Маша месит тесто, получается. Это как который стакан уже? Третий. И вот еще один стакан, так ведь? Угу. И, наверное, нормально будет потом. Муку просеиваем через сито. Никаких сюда разрыхлителей там, или соды, там ничего не надо. Такая лепешка просто будет. Вот такое состояние теста примерно. Ну, жестковато. Мария Олеговна даже силу прикладывает. Да, Маша? Ну, чтобы не прилипало же к рукам. Вот так, да. Ну, 4 стакана, вот вроде нормально. 4 стакана 200 граммовых муки. Ну, мука, стаканчик 200 граммовый, и получается 400 грамм. Или еще добавишь? Нет, все. Все, да? Да. Такое тесто. Потом на 20 минут сейчас закрою и поставлю, пусть полежит. Это чем ты закроешь, Пленкой. Маша? А, пищевой пленкой закроешь, да? Да, закрою и пусть постоит 20 минут. Вот так. Все. Закрываем. И... 1/3 часть дела сделана, да? Да.
Мы приступаем уже к начинке и натираем сыр примерно 100 грамм. Сыр натертый уже. Вот такая красота. И И зелень. сейчас зелень. Укропа своего еще нету, а зеленый лук есть. И нарезаем. Мелко-мелко. Очень мелко-мелко. Это все же будешь картошку, Маша, добавлять, давай. Да. Картофельное пюре. Сыр, Сыр и зелень. зелень, картошку. Ну, настало время картошки. Картошка горячая, только процедили воду. И пюрешку такую. Ну, без молока, да, Маша? Ну да. Без молока. Сыр, потому что туда. А туда сыр будем ложить и зелень. Зелень пошла, зеленый лук, вернее. Как бы неплохо было, если бы укроп вместо зеленого лука. Ну, укроп. Картошка и укроп это очень замечательно. Ну и лук зеленый тоже картошкой не помыха. И сыр добавляем. И сыр. И это все Перемешаем. перемешаем. Это все Мария Олеговна сейчас перемешает. И вот такая начиночка будет у нас. Вкусненькая начиночка. Вкусная, да. Ну это Зеленью, конечно. очень тоже опять очень простое, ну простая выпечка такая. Но уверяю, она очень вкусная. Еще один шарик уже там, на столе. Вот так. Ловкими руками Мария Олеговна делает такие шарики из этой картошки. Видите как? Быстро. Шарик готов. Вот такой шарик. Но желательно, чтобы пюрешка остыла, конечно, но у нас она горячая почему-то. Почему-то. Почему? Только что сотворили, да, конечно, горячее. Ну, не стали ждать, потому что это надо еще, Мария Олеговна говорит, быстренько лепешки делаем, потом покушаем, чай попьем лепешками. И Ела говорит, тоже у меня на огороде еще много есть. Да. На огороде. Холодная водичка, руки обмакивает, потом пюрешка. Итак, шурк-шарк, шурк-шарк. По-русски как это называется, шурк-шарк, я не знаю. Так, начинка у нас, друзья, готова. Пускай немножко остынет. Между тем прошли уже 20 минут, и мы начали заниматься тестом. Делим тесто на равные части, такие кусочки. Вот, ну, разделили на количество начинок. Это вот это тесто. Где-то 8 штук тоже. Ну, получится. Первая лепешечка. Ну, вернее, первую лепешку начиняем начинкой. Кладем начинку. Сейчас вот как будет происходить процесс. Поснимаю. Нужно даже и молча поснимать. Молча не получается. Раскатываем, значит, наше тесто такое. Вот на столечке примерно. Кладем начинку и заворачиваем эту всю начинку, как бы, как это, как пельмень, что ли, или как этот, манты, да, как у манты, вот так. Ну, короче, главное, чтобы начинка внутри была, оказалась внутри теста. Вот. И кладем вот это на 10 минут, чтобы она отдыхала, это тесто.
последний, крайний комочек такой. Начинку уже заворачивает Маша. 8 по счету. И пускай вот эти Шарики стоят 10 минут, постоят. 10 минут, да. Это уже шарики с тестом, с начинкой. Все, ждем. Маша уже начала раскатывать наши лепешки с начинкой. Вот один такой блин. И сразу на сковородку. Там у нас сковородка на плите. На плите сковородка и без масла, без ничего. Будем жарить, обжаривать. Лепешка на сковороде, ребята, и вот без масла жарим. Все будет хорошо и вкусно. Лепешка жарится. У нас там приготовлено масло сливочное растоплено, чтобы горячую лепешку сразу смазывать маслом. Угу, румянится. Ну как шевелится, покажи. Видите? Никуда не прилетает все, видите? Ничего не намазали. На сухую прямо жарим эту лепешку. Все, перевернули, дальше жарим. Ну что, один принцип, наверное, готов. Сейчас уберем мы и смажем сливочным маслом. Напротив света снимаю, и камера темно показывает. Сразу смазываем сливочным маслом, пока эта лепешка очень горячая. С двух сторон смазываем. Масло не жалеем. Я люблю, когда прям масло масленится. А ты любишь, когда масляно все? Угу, да. Я тоже так люблю. Раньше все у нас наша бабушка так делала. Все, Когда пекла. одна лепешка готовая. Дальше. Вторая лепешка уже. Подготавливается непосредственно к жарке на сковороде. И кладем на сковороду. И опять обжариваем. Ну что, Мария Олеговна, Ну что, дальше жарим. как настроение? Летнее. Лето у нас еще в этом году какое хорошее, да? Начало. Ну, не Чего? очень, наверное. Ничего себе, То 32, холодно, такого. 9 градусов. Хм. Я сначала замерз, потом испекся, потом палец ушиб. Вот. Потом насморк получил. Вот. Продуло. Вот такие дела. Так, вторая лепешка уже. Ой, аромат такой душистый стоит. Ой, ароматный. Там вкусный запах. Мария Олеговна молодец. Маслице вкусно, блестит все. Вот. Дальше. А с другой стороны не надо. Нет. Короче, с другой стороны не смазали почему-то. С маслом. Красота. Вкуснота. Все, лепешечки готовы. И Маша разрезает их, пока они горячие. Вторую половину, наверное, не будем разрезать пока. Давайте.
И это, я думаю, очень хорошо будет со сметаной. Маша, так ведь? Конечно. Да, со сметаной сейчас будем кушать. Ну что, попробуем наши лепешки картофельные, да? Как традиционно, с рук, со сметаной. Угу. Вкусные, ведь? Да. Да. Впрочем, как всегда. Очень и очень вкусные. Но сама-то попробуй тоже. Картошечка с зеленым луком. Вообще вкусно. Но чуть-чуть другие, как картофельные сочни. Хлеб-то с корочкой всегда. Да, зеленым луком вкусно. Ароматно, вкусно, горячо. Советую сделать Действительно. такое тоже. Да. Все, заканчиваем. Попробовали нашу вкусняшку. Испекли в жаркую погоду с чаем. Да, и она с холодной сметаной очень вкусно. Вкусно это. Всем советуем это делать. Рецепт также выложу в описании и напишу еще на видео. Очень простой. Да, очень простой, доступный, вкусный рецепт. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну, на этом все. Наше видео заканчиваю. Всем пока, ребята. Всем удачи. Всем добра. До свидания. До свидания.